Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодняшняя моя лекция будет посвящена одной из таких интересных тем. Она, наверное, всем знакома. Связана она с проблемой происхождения абхазского народа. Данный мой доклад посвящен одной из таких моих предполагаемых мною гипотез, которую я сам для себя назвал гипотезой глубокого автохтонизма. На протяжении длительной истории изучения проблемы происхождения абхазского народа мы все прекрасно знаем, что сложилось определенное количество теорий и гипотез, которые, по сути, являются некими такими уже ставшими в науке аксиомами. Многие из этих теорий и гипотез стали в какой-то мере, наверное, уже историографической ценностью. Они находятся в обиходе многих научных работ, исследований. Но предполагаемая мною гипотеза, она в какой-то мере, если не противоречит этим концепциям, то в какой-то мере, как кажется мне, самому автору, в какой-то степени, наверное, можно сказать, несколько дополняет или, можно сказать, дает определенные, скажем, некие такие иные взгляды и подходы на данную проблему. В чем же ее суть? Дело в том, что в изучении этногенеза абхазов традиционно используются данные ряда наук, которые являются важным методическим инструментом. Это такие науки, как лингвистика, здесь в целом языкознание, сравнительное языкознание. Это данные, конечно, материальной и духовной культуры, и, конечно же, такой науки, как археология. В меньшей степени здесь принимает участие такой источник информации и соответствующая наука, как антропология. К сожалению, она у нас пока, антропологически исследовались абхазы, конечно, по многим параметрам, но столь важные для этногенетических исследований данные палеоантропологии пока, конечно же, у нас остаются пока в зачаточных таких состояниях и пока еще мало исследовано. И плюс есть очень такое бурно развивающееся направление в современной науке, получившее очень такое, скажем, активное развитие, как в современное время историческая генетика или палеогенетика, да? Очень такое модно ставшее уже в современную научную эпоху. В современное время научное направление очень часто оно используется как и в научных, так и в разного рода околонаучных исследованиях. Конечно же, использование всех этих данных задача очень многогранная и, конечно же, не по силу одному специалисту. Понятно, что в решении этих вопросов принимают участие специалисты разных дисциплин. Но для меня важно учесть одно важное обстоятельство. Это то, что в любом исследовании в области этногенеза огромную роль, конечно же, надо придавать так называемой проблеме синтеза источников, проблеме комплексного подхода. Этим и должен заниматься, собственно, историк, скажем так. Используя все эти данные, используя данных всех этих наук, наша попытка сделать такой синтез в контексте данной концепции я попробую сегодня изложить. Начнем с того, откуда возникла такая необходимость рассмотрения этой проблемы именно в ключе данной моей концепции. Вопрос очень простой. Дело в том, что ведь для нас важно понять истоки, хронологию самых ранних этапов, которые происходили на территории современного Причерноморья. Все известные гипотезы и теории, к сожалению, не уходят глубже, скажем, периодов, отстоящих от нас, может быть, до эпохи, скажем, бронзы. Бронзового века, максимум используются данные периода еще и неолитической эпохи, и энеолита. Но глубинные процессы, хронологической глубины, нам пока очень сложно распознать в силу, скажем так, скудности источников, которыми мы обладаем и которыми мы оперируем. И поэтому сегодня в деле изучения этногенеза абхазов, а также в деле исследования его ранних этапов,
мы доходим до определенной границы, дальше которого источники уже не работают. Но это не означает, что мы эту проблему должны снимать. Ведь древние этногенетические процессы происходили и в древности тоже. И если даже не освещены периодами, скажем, письменной истории, либо рубежей предписьменного периода, то это не означает, что эти процессы здесь не происходили. И вот ответ на то, как это происходило, мы можем лишь исходить из некоторых теоретических установок и постановок. Вот. Ну, начиная с того, что в какой-то степени, ну, я думаю, я не ошибусь, если скажу, что мы в какой-то мере стали, ну, в хорошем смысле слова, заложниками вот этих трех основных концепций. Ну, мы это знаем, это автохтонная теория, миграционная теория и миграционно-автохтонная теория. Вот. Первый вопрос, самый главный, где же находится точка отсчета, с которой нам следует начать говорить об древних этногенетических процессах, происходивших на территории современной Абхазии и шире Восточного Причерноморья. Потому что эти процессы не ограничиваются нашей современной политической границей, современной Абхазии. Несомненно, затрагивают соседние области, вне всякого сомнения. Этой точкой, на мой взгляд, да простят меня, наверное, специалисты, мы должны все-таки считать вот эту условную границу, когда здесь, на территории Абхазии, в целом Восточного Причерноморья и территории в целом Западного Закавказья, вообще Западного Кавказа, это время, когда здесь появляется человек современного анатомического типа. Почему это очень важно? Потому что именно это та точка отсчета, когда мы можем говорить о том, что здесь уже начались древние процессы, связанные с культурной инвазией, генетической инвазией, с приходом нового населения. Но люди современного анатомического типа или вида – это мы с вами, то есть в современном смысле слова это наши прямые предки. И, разумеется, с точки зрения антропологии, вне всякого сомнения, эти древние насельники, а вакуума никогда не было демографического, не могут не быть той частью населения, которая внесла хотя бы мизерный, но какой-то вклад в последующей генетической природе будущего современного населения. По современным данным науки мы можем считать, что появление человека анатомически современного вида падает примерно на период 40-35 тысяч лет назад. Он имел здесь различную генетическую природу, генетическую и в прямом смысле этого слова, то есть приходили разные популяции древних людей современного вида, вот, но и, что очень важно отметить, различную географическую природу. Но, несомненно, оказавшись на этих территориях, они формируют в силу особенностей природной среды вот, схожие модели хозяйственной деятельности, создают свои поселения, не только пещерные, но и поселения вне пещер, которые просто не сохранились в силу особенностей процессов геологических, а также связанных с колебанием уровня Черного моря. Все эти культуры, несомненно, и все эти древние группы населения, оказавшись в этом территориальном котле, несомненно, шли по пути формирования древних каких-то коллективов, в которых мы можем предположительно видеть некие вот эти древние протоэтнические образования. Это не этносы в нашем классическом понимании, потому что о таких периодах вообще не говорят об этнической природе. В современной науке к этому относятся очень сдержанно. Но какие-то древние, какие-то протоэтногенетические ячейки, несомненно, уже формировались в то время. Это однозначно. Иначе понять сходство материальной культуры, которая оставлена древними насельниками того периода, невозможно лишь исходя из сходства
природной среды, когда орудия труда отражают только лишь хозяйственную деятельность, связанную с природным окружением. Несомненно, схожесть в наборах орудий труда, каких-то навыков, отражающие эти орудия труда, несомненно, говорят о том, что это не только единая адаптационная стратегия древнего населения, которая жила в то время в этих местах, но и, несомненно, культурные и генетические контакты. Сегодня очень сложно нам сказать о том, как же протекал этот процесс, но мы можем сказать точно то, что это были очень стойкие общины, очень стойкие популяции, которые образовывали такие вот ячеистые структуры. Они не были постоянно, скажем так, стабильны во времени, они постоянно формировались, разрушались, появлялись вновь. Но, несомненно, уже в период Верхнего палеолита, с приходом сюда древних сапиенсов, здесь уже происходили процессы так называемых древних этногенетических образований, древних протоэтногенетических, скажем так, протоэтнических структур древних, конечно. Вопрос заключается в следующем. Можно ли этот период ставить для нас как одним из таких хронологических рубежей в изучении этнической истории территории Абхазии? Вопрос, конечно, очень сложный. Вот. Почему? Потому что, когда мы говорим об этногенетических процессах, мы имеем в виду и, скажем так, генетическую опосредованность не только в материальной культуре, но и в культуре духовной, но и в культуре в целом и, главное, в языковой составляющей. К сожалению, в этом отношении сказать очень сложно. Почему? Потому что с учетом особенностей тогдашней социальной структуры общества говорить о языковой природе нам пока сложно. Мы не можем сказать, можно ли провести прямую связь древнего населения и тех языков, которыми они обладали ими, потому что они общались между собой. Судить очень сложно. Здесь пока наука не дает нам точного ответа. Единственное, с точки зрения, скажем, теоретической, мы можем предположить, что либо мы должны говорить о таких языках того времени, которые не сохранились до наших дней однозначно, имели совершенно иную, скажем, лингвистическую языковую природу. Это были те языки, с которыми сложно найти связь с языками более позднего периода. Вот. Но точно мы знаем одно, что есть один критерий, одна составляющая того времени, которая, несомненно, вошла как этногенетический базис в будущее последующее население, являются, несомненно, физические признаки, или, как мы говорим, антропология. Дело в том, что в ряде работ, а как известно, современное население Западного Кавказа, вообще Восточного Причерноморья, является представителем так называемого понтийского антропологического типа. Ну, существует очень много теорий и гипотез, связанных с этим типом. Многие предполагают, что якобы он пришел с волной неолитических мигрантов. Но это не совсем, конечно, верно. Я все-таки сторонник того, что современное население Западного Кавказа, то есть то население, которое представлено современными абхазо-адыгскими народами, в их физическом облике, несомненно, присутствуют понтийские черты или черты понтийской расы, которая, по мнению ряда специалистов, очень весомых антропологов, считается ничем иным, как трансформацией того древнего верхнеполитического антропологического типа, представленного в населении еще тогдашней эпохи. То есть генетическая преемственность населения с последующей эпохой, несомненно, есть. Таким образом, можно смело сказать, что древние насельники, сапиенсы, которые оказались здесь на Кавказе, они непосредственно наши генетические предки. Они пока не предки этнокультурно, возможно, они не предки пока этногенетические, но они предки для нас антропологические. То есть физически мы их прямое, скажем так, прямые потомки, если даже хотите. На рубежах плейстоцена и голоцена – это периоды, которые делят очень важный геологический рубеж. Это время, связанное с началом
активного потепления. Мы помним, был ледниковый период, а почему сюда и пришли сапиенсы? Они пришли сюда еще и потому, что здесь находится знаменитый Колхидский рефугиум, один из очень таких теплых, удобных, так называемых ледниковых убежищ. Таких убежищ не так много в мире. И вот это убежище оказалось очень удобным убежищем и для тех сапиенсов, которые оказались здесь в ледниковый период. Он их спас, можно так сказать. На рубеже Голоцена и Плейстоцена, это примерно где-то 11-12 тысячелетий до нашей эры, происходит очень важное геологическое явление, процесс. Завершается ледниковый период, и его сменяет эпоха Голоцена, потепление. Мы в этом межледниковье живем. Это очень важный период, который привел к кардинальной ломке всей системы, всей экосистемы и всей системы хозяйственной деятельности человека. Это очень важный рубеж, потому что это тот самый рубеж, от которого начинается точка отсчета, начало уже тех этногенетических процессов, с которыми мы можем напрямую найти связь уже с последующим населением. Да? Значит, мы знаем, что эпоха Голоцена, она занимает два очень важных исторических периода по классификации археологической или общеисторической. Это эпоха мезолита и эпоха неолита. Ну, про неолит мы все знаем, это новокаменный век, это начало неолитической революции. Вот я хочу сказать, что мы все знаем, что плодородный полумесяц известный, а он находится очень близко к нам. Это Передняя Азия, это Месопотамия, Северная Месопотамия, эти вот древние так называемые переднеазиатские Нагорья, они очень близки к нам, скажем, территориально. И, несомненно, население, прямые потомки этих сапиенсов, которые пришли несколько тысяч лет назад еще в эпоху Плейстоцена сюда, в Причерноморье, они вовлекаются в этот общий цивилизационный процесс с начала той самой неолитической революции. И вот в этом кроется определенный ключ к разгадке этой проблемы. Почему это важно? Дело в том, что, к сожалению, в науке превалирует очень много гипотез и теорий касательно того, является ли территория Восточного Причерноморья и Кавказа центрами, где сложилась неолитическая революция. Я склонен ее называть больше раннеголоценовой, или, можно сказать, мезонеолитической революцией. Это связано с тем, что, когда мы говорим о неолитической революции, мы должны понимать, что она была не столь революционна и не столь быстрой. Она была очень медленно растянутой во времени. И наш регион с благодатными природными условиями, с богатством флоры и фауны, был тем регионом, где местное население, аналогично своим, скажем так, ближневосточным соседям, также переходило к новым формам хозяйствования. А это изменяло всю социальную структуру общества, демографическую составляющую. И, несомненно, уже в период, мы немножко пробежим мимо мезолита, потому что мезолитический период, он практически в какой-то мере еще повторяет палеолит в своей хозяйственной деятельности, но ближе уже к неолиту уже происходят кардинальные изменения. Происходит следующее. Изменяется демографическая структура населения, начинается рост населения. Население переходит от характерного для того периода активной миграции, перемещений к стабильному созданию крупных поселений. Вот. У нас неолитическая эпоха хорошо представлена, Абхазия, это понятно. Вот. И происходит очень важный момент. Постепенно население начинает в ходе вот этих экономических новаций с появлением земледелия и скотоводства менять свою не только адаптивную стратегию хозяйствования, да, с переходом от присваивающего к производящему хозяйству, но и происходит изменение, адаптивная стратегия меняется в контексте пространственного расположения. Уже в то время начинается активное заселение территорий предгорий, речных долин. Это очень удобная локация, недалеко от гор и не так далеко от моря, которая давала возможность быть более гибким в использовании ресурсов, как и горных, так и морских, прибрежных. Ну и, естественно, что очень важно,
естественно, оно позволяло быть экологически пластичным. Кстати, предгорная зона – это основная зона нашего Причерноморья, которая наиболее активно заселена и до сих пор. Это одна из самых консервативных вообще систем расселения у нас, можно сказать, на территории современного Причерноморья. Почему я об этом говорю? Потому что эти процессы не могли затронуть и древние этногенетические процессы, несомненно. А происходит следующее. Ниоткуда не пришедшие сюда, как обычно мы любим говорить, южные миграции, миграции с севера, с юга, древние насельники этой территории, постепенно осваивая навыки новых технологий, навыки земледелия и скотоводства, закладывают в будущих своих проязыках вот эти новации, которые сохраняются в виде проязыковых культурных и терминов, которые мы знаем. И поэтому тот древний котел еще в эпоху плейстоцена, когда еще не было ярко выраженных языков, они были отдельно, диспрессные, здесь происходит другое. На огромном этом пространстве той самой древней этногенетической дуги, которая охватывает Восточное Причерноморье, начинается складываться единый древний языковой покров, в которых уже мы можем, очевидно, видеть, в которых уже могут проглядываться черты строя будущих прозападно-кавказских языков. Это очень важный момент, потому что действительно, кто-то говорит, что лингвистика немножко себе исчерпала методически в плане этногенетических исследований. Сейчас она очень бурно уступает место генетике. Я скажу больше, что на самом деле лингвистика в этом отношении пока еще лидирует в плане изучения этих вопросов. Вот. Но хочу сказать главное, то, что именно, все знаем, что у нас по истории как, да, вот скажем, была миграция с юга, древние предки абхазо-адыгских народов когда-то пришли там где-то из Древней Передней Азии, принеся сюда технологии там, неолитической эпохи, металлургии. Все, конечно, было, наверное, не так. Как оно было на самом деле, никто не знает, мы это все гипотетически предполагаем. Но с моей точки зрения, процесс этот происходил именно на месте. Вот. И в этом смысле, помимо того, что мы взяли один из критериев антропологический, да, который идет еще с той глубокой эпохи, здесь подключаются уже такие важные ее составляющие, как древние языки, древняя материальная культура, духовная культура. Если мы возьмем такую науку, как этнологию, этнографию, и посмотрим на определенные моменты, связанные с традиционной абхазской культурой, мы можем протянуть эту нить вплоть до той эпохи. То есть даже там мы можем распознать более глубокие, архаичные вот эти вот элементы, которые прослеживаются еще в той эпохе. Вот. Таким образом, именно в эпоху неолита изменение адаптационной стратегии общества с переходом к земледелию и скотоводству идет активная, скажем так, демографическая экспансия населения. Она осваивает вот эти территории предгорные, далее прибрежные, речные, заселяет вот эти вот долины, которые опоясывают большой дугой причерноморскую территорию. Они опоясывают ее не только в кавказской ее части, но и в части южной, южно-причерноморской, включая современную территорию Турции или Древнюю Анатолию, как мы называем ее в науке. Да? Вот. И именно в тот период формируется уже древний облик той древней прозападно-кавказской общности. Здесь вот, пользуясь случаем, хотел бы заметить одну важную деталь вот, касательно того, что очень часто в науке превалируют вот эти вот теории, гипотезы, связанные с тем, что древние предки абхазов имеют древние генетические, историко-культурные связи, лингвистические с древними насельниками Древнего Ближнего Востока. Мы все знаем хатов, мы помним еще на протяжении длительного времени, когда впервые изучался, были открыты, когда начали исследовать хатский язык, в большинстве случаев превалировала идея о том, что
хаты являются предками современных народов абхазо-адыгской группы. И из этого делался не совсем верный вывод о том, что, коль скоро древние хаты, они жили очень давно, это период эпохи, наверное, и неолита еще, и неолита, и ранней бронзы, ну, мы знаем археологическую атрибуцию этих памятников, все. Мы идею вот этого родства истолковывали как один из важных доводов того, что, коль скоро древние архаичные предки абхазов в лице там хатов, да, например, жили на юге, то, разумеется, и там надо нам искать ту нашу прародину. Но тут возникает другой вопрос. Святое место не бывает. Значит, вопрос в чем? Значит, здесь кто-то до нас жил, а для меня лично, как специалиста, эта концепция неприемлема. На самом деле все было по-другому. Никто ниоткуда не пришел. Ну, это моя версия. Вот. Все было как раз-таки по-другому. Дело в том, что вот, теория глубокого автохтонизма, как бы гипотеза или моя концепция, о которой я говорю, она изложена в статьях, у меня будет, люди будут иметь возможность ее прочитать. Дело в том, что когда мы говорим о языках, когда мы говорим об этногенезе, о происхождении абхазов, оно у нас всегда мыслится как вот именно с точки зрения языковых процессов. Да? Мы прекрасно вспоминаем вот это древо, где видно, что там общий про язык, там отделились те, другие и так далее. На самом деле древо, этногенетические процессы не работают как древо. То есть процесс сложения абхазо-адыгских народов, вообще древнего населения на этой территории, не происходило таким образом. Не было такого какого-то общего пронарода, условно говоря, или какого-то общего проязыка. Проязык-то был, конечно, но он больше в данном случае получается не в реально существовавший проязык, а некий условный конструкт, некое проязыковое состояние, одинаковое для всех. Но это не означает, что происходило некое территориальное размежевание, скажем, от одной группы, она уходила, скажем, потом отделились абхазы древние, потом древние праубыхи, там предревние праадыги. Все это работало не так. Все это работало по-другому. На самом деле, те же хаты, они не наши предки в смысле предков. И хаты, и абхазо-адыги сосуществовали одновременно. Мы жили на этом побережье, хаты жили на том побережье. Они хронологически равноценны. И поэтому хаты не предки, а наши родственные народы, которые когда-то жили на той стороне. То же самое касается и проблемы, помните, Кашки, Абешла, да? Ответ очень простой на этот счет тоже. На самом деле, да, каски жили на побережье Южного Черного моря, да, южном побережье Черного моря, вот, как и Абешла, мы знаем это из письменных историй, это более поздние данные. Ну, вы знаете, что кашки появляются сравнительно поздно на Ближнем Востоке, в Малой Азии. Они появляются несколько позже. Это процессы, связанные с тем, что современные причерноморские народы, которые здесь живут, абхазы, адыги, да, они в древности принимали участие в военных кампаниях. Они просто уходили туда. Это не значит, что они там жили именно, понимаете. Ну, каски может быть, а Абешла скорее нет. Поэтому, на мой взгляд, одновременно на всей этой дуге причерноморской, охватывающей Кавказскую часть и Анатолийскую, одновременно шел процесс сложения этой вот общей дуги, охватывающей древний проязыковой, да, район, вот этот весь западно-кавказскую общность, которую я называю, и с постепенным размежеванием этих групп уже на месте. Вот примерно в таком контексте я могу ее рассматривать. Таким образом, мое мнение, что истоки древних этногенетических процессов, происходивших на территории Причерноморья, они не могут быть рассмотрены лишь с позиции вот этого, скажем так, крайних миграционных
или крайне автохтонных моделей, а должны рассмотрены быть как в некой такой пространственно-временной динамике. И представлять эти процессы мы должны с точки зрения хронологии. И ключ к ним лежит вот в этих природных климатических процессах, адаптационных стратегий, экологических и так далее. Элементарный пример в этом отношении. Вот я всегда иногда накладываю карты, смотрю, я вижу, как, допустим, место, где обитали хатты, каски, современные абхазо-адыгские народы, их предки, очень четко совпадает в границах вот этой вот естественно-исторической области, которую мы называем Восточное Причерноморье. У ботаников она зовется Колхидская ботаническая провинция. Многие ученые, особенно палеогеографы, считают, что к этим древним так называемым рефугиумам природным привязаны вот эти древние, очень архаичные по своей этногенетической природе древние языковые общности, которые были уже адаптированы к этой среде. Таким образом, процесс этногенетического формирования населения у нас в Причерноморье – это длительный этап эволюции, который происходил на месте. Миграции имели место быть культурные инвазии, но все они растворялись в этом едином котле, не всякого сомнения. И поэтому мой вывод однозначен. Я считаю, что, и, собственно, по моей концепции, все-таки более приемлемым для меня является концепция вот этого глубокого автохтонизма, который как раз-таки отвечает на этот вопрос. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Что, спасибо. Я, наверное, закончил свою статью.